Они будут как... Как раз будет прикрывать вашу батарею там, да? Да. Рано Халимова – бывший преподаватель колледжа. В середине 90-х годов в разгар безработицы начала работать на рынке. Теперь владеет торговыми точками на крупнейшем базаре в Душанбе, а также собственным ателье по пошиву штор. Главной работой Рано Халимовой, преподавательницы колледжа из Душанбе, последние 15 лет стали ее частные предприятия, предоставляющие услуги по дизайну домов и квартир, а именно оформление штор. Начав свой бизнес с $2500 США, часть из которых тогда была взята под проценты, сегодня она уже является владелицей магазина, собственного ателье и сети по торговле шторами. Я решила, что надо бизнесом заниматься серьезнее, потому что заработной платы преподавателей, 2 преподавателей не хватало на то, чтобы содержать семью и обучать в хороших школах. Из-за высокого уровня безработицы в Таджикистане, начиная с 90-х годов, многие мужчины и женщины, если не выехали на заработки в Россию, где только из числа их сограждан в год там находится не менее 1 миллиона человек, подобно Рано Халимовой, многие подались на местные рынки. Более предприимчивые сами стали ездить за товаром в соседние страны – Кыргызстан, Казахстан, Китай, Иран, Пакистан, Корею, Турцию. С тех пор изменилось многое. Те, кто не смог найти себя в этой сфере, отошли от дела. Другие, научившиеся новому занятию управленца, подобно Рано Халимовой, закрепили свои позиции. Но самым важным она считает то, что смогла на заработанные тяжелым трудом деньги дать достойное образование 2 сыновьям. Города Центральной Азии, по которым проходил легендарный Великий Шелковый путь, за прошедшие 20 лет стали центром нового типа торговли. Торговли товарами в основном из Китая и подделками под марки известных производителей. Самый крупный базар Центральной Азии находится в Кыргызстане. Рынок Дордой называют государством в государстве. Открытый в начале 90-х годов, рынок занимает площадь в 100 гектаров. Здесь работают почти 35 тысяч торговцев. Основные покупатели – казахстанские предприниматели. Но после вступления Казахстана в таможенный союз торговля здесь пошла на убыль. Сейчас я нахожусь на центральном проходе рынка Дордой. Несмотря на то, что сегодня будний день, понедельник, как вы видите, торговля идет довольно бойкая. Но здесь розничные ряды. Следует заглянуть в ряды, где проходит оптовая торговля, ситуация совсем другая. У Керима Мейманалиева, например, оптовики из Казахстана раньше целыми тюками забирали спортивные костюмы местного пошива. Почти ноль. Торговли ведь нет. Перекупщики забирают на Ошский рынок, на китайские ряды или на Иссык-Куль. За пределы страны товар уже не уходит. По словам торговцев, активного спроса, как, скажем, 2-3 года тому назад, сейчас уже нет. Сейчас тяжелая ситуация такая, что мы совершенно не торгуем, потому что 80% нашего товара выходит за территорию Кыргызстана в сторону стран таможенного союза, то бишь первый, конечно, 80% Казахстан. Работники Дордоя уверены, что ситуация нормализуется, если Кыргызстан вступит в таможенный союз. Об этом они заявили на круглом столе, организованном в Бишкеке для обсуждения наболевших проблем. Однако среди экспертов есть те, кто категорически против вступления в таможенный союз. Они не видят в этом никакой целесообразности, ни экономической, ни политической. В правительстве же Кыргызстана считают иначе. Если мы входим, мы конкурируем, понятно, с Харгосом, но, поверьте, у нас и объемы, у нас налаженные связи. Риски, которые есть, они в принципе полностью практически перекрываются тем, что есть уже на сегодняшний день. Товар не идет. Из Бишкека специально для «Перекрестка» Рахат Кинешева, Улан Игзбаев, Мирлан Тукталиев. Основной конкурент Дордоя – алматинская барахолка. Это самый крупный вещевой рынок в Казахстане. Здесь более 15 тысяч торговых точек и работает более 40 тысяч торговцев. Барахолка как торговая площадка появилась 20 лет назад. На алматинской барахолке началась масштабная реконструкция. Половину из 74 рынков сносят в связи с планами властей Алматы перенести базар за пределы города. Планы эти вызвали резкую реакцию как у мелких торговцев, так и у хозяев рынков. Конкретно один контейнер, который попал под снос, $30 тысяч минус, и никто их не вернет. Планы по реконструкции барахолки, годовой товарооборот, который оценивается почти в $2 миллиарда, некоторые эксперты связывают со стремлением местных властей вывести базарную торговлю из тени. Слухи или беспокойство рождаются именно от того, что нет ясности,
что их ожидает людей, которые на сегодняшний день кормятся от нашей барахолки. Перенос торговых рядов ускорила череда пожаров. В течение 5 месяцев с прошлой осени барахолка горела 5 раз. Муж мой не работает, а у нас есть ребенок. Кое-что удалось спасти, но пожар нанес огромный ущерб. Это деньги, заработанные тяжким трудом. Из-за этого слегла на неделю. Все горевшие рынки были кандидатами на снос. Пострадавшие торговцы заявляли, что это поджог, однако их позиции оказались самыми уязвимыми. Власти заявили, что ни один пострадавший предприниматель не смог представить документы о количестве и происхождении товара. Перенос рынков, тем не менее, продолжается. Новые сооружения вдоль Кульжинского тракта уже видны невооруженным глазом. Некоторые бизнесмены предлагают продавцам из ликвидированных рынков на барахолке новые торговые места. Например, этот рынок намерены открыть в июне этого года. Владельцы рынка завлекают продавцов, по их словам, своей развитой инфраструктурой. Здесь есть своя парковка и даже свой фонтан. Руководство рынка заверяет, что они учли все меры безопасности. Однако некоторые торговцы, переехавшие на новые рынки, говорят, что потеряли клиентов. Правительство Узбекистана почти каждый год принимает новые законы, регулирующие деятельность рынков. Вещевые рынки запретило называть базарами, приказано называть их торговыми комплексами. Еще одна мера – внедрение оплаты по пластиковым платежным картам. Владельцев магазинов и малых торговых точек на рынках обязали обзавестись терминалами, что отразилось на ценовом предложении. К примеру, курятину на наличные можно купить за 12 тысяч сум, а по карте за 18 тысяч сум. Даже в самых богатых городах Центральной Азии есть признаки снижения уровней покупательской активности на базарах. Несмотря на это, рынки расширяются и развиваются. Новый рынок Алтын-Асыр в Ашхабаде по величине первый в Туркменистане. Считается пятым в Центральной Азии. Рынок, построенный в 2011 году стоимостью более 150 миллионов долларов, является государственной собственностью. Сначала на рынке Алтын-Асыр размещалось 2200 магазинов и 5000 торговых прилавков. В центре рынка высится 30-метровая башня с часами, которая служит своеобразным путеводителем заблудившемуся на этом обширном рынке покупателю. Общая площадь рынка – 154 гектара, а информационных указателей в помощь посетителям здесь нет, так же, как нет и справочной службы. Базары остаются важным торговым каналом, но периодически налагаемые запреты, таможенные процедуры, конкуренция со стороны торговых центров и супермаркетов препятствуют расширению рынков. Появляются новые вызовы. В частности, что их может ожидать в связи с расширением зоны таможенного союза в сторону Центральной Азии.